все эти ресурсы являются анонимными. Парадокс в том, что анонимы защищают власть. В чем смысл скрывать себя, если есть убежденность в своей правоте? Ни одна официальная служба даже не пытается дать оценку этому факту. Я уже не говорю о том, чтобы остановить эти действия по дискредитации части абхазского общества. Так и хочется выразиться словами президента Путина, что это информационное поле людей, цитирую, с пониженной социальной ответственностью. Пожалуй, точнее определений нет, судя по вашим аплодисментам. Более того, имеются факты незаконного присутствия людей на телевидении, в избирательных участках, в том числе и неграждан Абхазии. Возникает вопрос, кто это допустил? Мы все были свидетелями вот этого позорища с 3 гражданами, которые занимались здесь фактически уголовно наказуемым деянием. И вместо того, чтобы абхазская власть, соответствующие структуры возбудили бы на них дела, их выпроводили туда, за псов, откуда они начали писать жалобы, якобы здесь с ними обошлись как-то не по закону. Пускай спасибо скажут, что по-другому не обошлись. Да. В то же время мы, граждане Абхазии, представители оппозиционных партий и движений, не имеем доступа на ГТРК. Вообще я не сомневаюсь, что наш сегодняшний съезд хоть в каком-то виде покажут на ГТРК. Анонимные каналы, как всегда, обольют грязью. Это уже очевидно. Это все тяжелое наследие, которое оставил после себя Бжаня. Он, по сути, подставил под удар народ Абхазии, представляя списки, в кавычках, неблагонадежных граждан Республики Абхазия в лучших традициях Бериевщины. И это факт. При этом в составлении этих списков ему активно помогали члены его команды и некоторые в ранге министров. Мы хорошо помним эту грязную историю с Пицунской госдачей. Это очередной наглядный пример преступной безответственности, когда все было представлено так, как будто в Абхазии есть силы, которые отказывают президенту Российской Федерации Владимиру Путину в возможности использовать данный объект для отдыха. Спекулируя этой темой, трудно представить, до какого цинизма и откровенной лжи дошли участники тех событий. Все неправовые действия Пицунской госдачи вызвали возмущение простых граждан, известных общественных, научных и политических деятелей. Затем появился проект апарт-отелей, который также вызвал крайне отрицательную реакцию в обществе. В принципе, это и стало спусковым крючком последующих политических событий осени 24 года и отставки Бжаня.